Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Олег Мыльников. В ближайшее время о главных событиях этой пятницы. Дожди идут, техника стоит. Третий день сегодня не можем посев произвести. Как затяжные дожди связали руки аграриям и каково это ждать погоду у поля? Узнал Рамиль Шайдулин. 2 месяца санитарно-экологических проверок позади. Результат около 4000 нарушений. На данном участке тоже, как видите, нарушения природоохранного законодательства, захламление бункерной площадки, мусор не вывозится. В каких районах больше всего несанкционированных свалок и кто за это понесет ответственность, выясняла Юлия Гоголева. 350 борцов на ковре Актаныша. Чемпионы-победители этого турнира сейчас стали уже взрослыми. Многие из них стали чемпионами мира. Как прошли республиканские соревнования по куряж? На Кубок первого президента Республики Татарстан расскажет Гульнара Миниханова. Каждый второй район республики сегодня не вышел на посевную. Затяжные дожди тому виной. И продлятся они как минимум до среды. По календарю сейчас разгар полевых работ, однако план выполнен только на 48%. Год назад показатель был 72%. Непогода сдвигает сроки посевной на неделю, а это значит, на уборку остается меньше времени. Каково это – ждать у погоды у поля? Рамиль Шайдулин. В самый разгар посевной на полях хозяйства Кичучат ни души. Хотя засеять здесь предстоит 1500 гектаров земли, и уже на этой неделе планировали сеять пшеницу. Вся техника просто стоит. Причина всему – дождь. За 2 последних дня выпало 15 миллиметров осадков. 2 дня, третий день сегодня не можем посев произвести. У нас осталось практически из ранней яровых посеять 60 гектаров на 2 дня. Пшеница яровая осталась. Остальные культуры мы все посеяли. Дожди на юго-востоке не прекращаются со вторника. Влажная почва забивает сеялки, а значит, работу полностью останавливают. Зерновыми и техническими культурами планируют засеять более 48 тысяч гектаров. Из-за непогоды успели только половину. Если в прошлом году у нас, все знают, что была сильнейшая засуха и получили крайне плохие результаты, в этом году совершенно обратная картина. Дожди не перестают, холодная погода. Состояние озимых при этом неплохое. Сегодня мы проехали, и виды на урожай тоже неплохие. Да, переувлаженности нету, но на сегодняшний час техника, конечно, не может зайти. Плюсы в такой погоде тоже есть, утверждают специалисты. Почва уже успела впитать весенние воды. Переувлажнения нету, об этом бояться не надо, незачем. Несомненно, эти осадки, они очень нужны. В данный момент хорошо для ячменя, не появляются вредители, не приходится проводить эти инсектицидные обработки против вредителей. А на северо-востоке республики, в Мамадышском районе, дела пошли. После продолжительных дождей второй день в полях кипит работа. В этом крестьянско-фермерском хозяйстве сеют кормосмесь, а ячмень, овес, посевную вику. Около 5 тонн на машине. За раз, да? Да. Менее чем за 2 суток здесь успели засеять 80 гектаров. Говорят, дожди бывают, но кратковременные. Пока такой дождь не мешает, работаем. И хотя дождь почти не сказывается на темпах, все же ехать по влажной почве сложнее, чем в солнечную погоду. И наглядно это можно видеть на колесах и особенно на семявысевающих дисках. Когда сюда прилипает земля, могут начать застревать семена. Поэтому пока дождь взял паузу, техника работает во всем районе. Уже засеяли половину, больше 27 тысяч гектаров. Я бы не сказал, что дожди мешают, но мешает уже год, опаздываем где-то 10 на 12 дней. В прошлом году это время уже мы 90-95% уже сеяли было, а нынче свыше 50% только идем. По всей же республике из-за дождей на посевную сегодня не вышли 25 районов. Однако пока это не повод для беспокойства, считают и ученые. Для озимых такая погода даже полезна. Для озимых весна этого 22 года, она складывается очень даже положительно. Пока нету на полях ни вредителей,
Пока растения озимых культур, озимой ржи, тритикали и пшеницы, они развиваются по тому сценарию, по которому должны развиваться. Поэтому опасений по озимым никаких у нас нет. У нас наоборот ожидания по озимым зерновым культурам, они очень высокие, и мы надеемся на хороший урожай. Дожди продолжатся до среды. Синоптики обещают кратковременные осадки и грозы. Погодные процессы будут формироваться под влиянием северных циклонов. Местами будут отмечаться дожди. В дневные и вечерние часы местами с грозами. Также прогнозируется днем и вечером сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В эту кампанию в республике должны засеять почти 2 миллиона гектаров земли. Работы выполнили на 48% площадей. Год назад этот показатель был лучше – 72%. Как говорят аграрии, 10 дней безоблачной погоды и посевную завершат. Рамиль Шайдулин, Фирюза Хамидуллина, Игорь Романов, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский, Мамадышский районы, Казань. Производство Ту-214 и подготовку новых квалифицированных кадров обсудили на заседании Совета директоров ПАО «Туполев». Провел его президент Рустам Минниханов на территории Казанского авиационного завода. Участие принял заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Сначала участники осмотрели завод и ознакомились с ходом его реконструкции и технического перевооружения. Так они побывали в сборочном, агрегатном цехе, инженерном центре и лаборатории. Как отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, Казанский авиазавод обеспечен заказами до 2030 года. В этом году начнется передача первых серийных Ту-160. При создании этих самолетов используются новые уникальные технологии. Уже сейчас увеличен выпуск Ту-214, и они должны вернуться в гражданскую авиацию, подчеркнул глава ОАК. Это потребует техподготовки и привлечения высококвалифицированных рабочих. Завтра Казанский авиазавод отметит 95 лет со дня основания. Годовщину здесь встречают с масштабной модернизацией производства. Это же отфрезерованное. Да, это все отфрезерованное и отформованное по двойной кривизне с помощью этого пресса. Рустам Минниханов направил соболезнования руководству Объединенных Арабских Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида аль-Нахаяна. Как отметил президент Татарстана и председатель группы стратегического видения России «Исламский мир», из жизни ушел видный государственный деятель. За годы пребывания на посту он сделал многое для социально-экономического развития страны. Рустам Минниханов выразил соболезнования, слова сочувствия и поддержки народу Арабских Эмиратов, семье и близким Халифы бен Заида аль-Нахаяна. И сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с заместителем министра образования России Андреем Амельчуком. Обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, развития ряда направлений в научной деятельности. Татарстан планирует развивать высокотехнологичный бизнес. Сегодня в Казани состоялась стратегическая сессия, посвященная федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он был запущен в конце прошлого года. Его детали вузовскому сообществу республики представил федеральный куратор проекта, заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Амельчук. В стране объявлен конкурс на создание 15 стартап-студий. Среди них распределят 1,5 миллиарда рублей. Подразделения на базе вузов будут помогать в создании высокотехнологичных бизнес-проектов. Татарстан на конкурс заявил 2 стартап-студии. Одну планируют создать в западной, другую в восточной части республики. В зависимости от того, насколько сильный будет потенциал стартап-студий, насколько хорошо будет сложена именно бизнес-логика, будет зависеть от того, какой ресурс получит каждая конкретная стартап-студия. То есть кто-то получит 30, кто-то получит 200. У Татарстана потенциал большой, инновационная активность есть, наука есть. И все для того, чтобы успешно сложить инструменты, связанные с предпринимательством, у вас тоже есть. Также в России запущен конкурс на создание передовых инженерных школ. Такие учебные подразделения вузы организуют совместно с предприятиями. От Татарстана заявки подали КФУ, КАИ, КХТИ и университет Иннополис. Их партнерами стали КАМАЗ, Ростех, Сибур, Татнефть. До конца мая идет прием заявок, а далее в Москве состоится защита проектов. Финансирование получат 30 из них. Со всей страны уже заявилось около 200 участников. Финансовое обеспечение этих инженерных школ будет очень значительное. Минимальная федеральная субсидия – это 250 миллионов, может быть и больше, может быть и 500 миллиарда, и 600 миллионов в год.
плюс будет софинансирование индустриальных партнеров, то есть это огромные вложения в эти инженерные школы финансовые. Актуально особенно сегодня, после начала спецоперации, когда нас обложили санкциями и очень многие, так скажем, то, что было привычным для нас приобретать за границей и завозить, этой возможности нет. И нужно делать у себя. Около 4000 нарушений выявлено в Татарстане в ходе санитарно-экологического двухмесячника. В республике он стартовал 1 апреля. Больше всего несанкционированных свалок и нарушений обнаружили в Лаишевском районе и прилегающих к Казани поселках. В одном из них сегодня побывала наша съемочная группа. Здесь мусор не вывозят вовремя или просто не вывозят. Кому и что за это грозит, выясняла Юлия Гоголева. Сюда складируется и строительный также мусор, и пищевые, как мы видим, отходы. Село Усады, улица Комиссариатская. Свежий воздух и сельские пейзажи здесь омрачает неприятный запах от контейнера для крупногабаритного мусора. Как видим, он переполнен. Гора отходов рядом с ним уже выше самого мусорного бака. Видите, бетонированной основы здесь нету. Мусор здесь попадает уже на участки жителей, во враг, можно сказать, захламлена вся территория. Они один раз вот недавно приехали, с кузова разгрузили здесь кое-что. То, что в машину влезло, увезли, все, после этого мы не видели машину. Это вот перед праздником что-то какая-то чехарда началась. При этом контейнеры для мусора, расположенные по соседству, пустые. Их вывезли за несколько минут для нашего приезда, рассказали местные жители. Сама площадка для них в процессе обустройства. По заполнению здесь нужно ставить не 2 бункера, а намного больше. 5 минут езды и еще один неприглядный пейзаж. Улица Заозерная. Сколько здесь установлено мусорных контейнеров, не сосчитать и не разглядеть. Прилегающая территория тоже сплошь в разлетающихся на ветру отходах. Забетонированная площадка для баков пока тоже не готова. Эта свалка из года в год здесь продолжается. Мы в том году уже привлекали главу сельского столбищенского поселения за данное нарушение. Штраф был в размере 10 000 рублей. Но, как видим, сейчас да, данная ситуация, конечно, не изменилась. Это уже 3-я мусорная площадка, все в том же селе Усады. И к ней у Колгов тоже есть претензии. Как видим, сейчас мусорные контейнеры пустые, но сама эта территория не соответствует необходимым требованиям. Как видим, здесь не оборудован подъезд для мусоровозов и легковых автомобилей. Мусор вот только вывезли 2 дня тому назад. Горы были. Вот наш дом. Туда вот стаскали зимой. Горы туда стаскали. Он даже у нас мусор так и остался там. Это вообще кошмар. В отношении главы Столбищенского сельского поселения, в которое входит село Усады, направлено предостережение от экологов. Если в течение 2 месяцев здесь не наведут порядок, административное производство передадут в суд. И таких историй по Татарстану даже не десятки. С 1 апреля обнаружили уже почти 4000 нарушений. Сумма штрафов около 4 миллионов рублей. Несанкционированные свалки экологи находят и с воздуха, и по сети интернет. Активная позиция жителей нам очень хорошо помогает. В общественную республиканскую приемную по всем каналам связи поступило 2867 обращений. Хочу отметить очень активную позицию наших школьников. Только школьники отправили более 2200 обращений. Больше всего свалок экологи обнаружили в Лаишевском районе и близлежащих к Казани поселках. Главам муниципалитетов направлены предостережения. На уборку территории отвели 2 месяца. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Сегодня в Лениногорске состоялось очередное заседание суда по делу 3 врачей Центральной районной больницы. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациенту и халатности. В январе 2017 года Юрий Тимошенко сломал ногу и попал в травмпункт. По версии следствия, неправильные действия врачей привели к ампутации ног. По материалам дела, во время операции один из врачей находился в состоянии алкогольного опьянения и ввел наркоз без учета противопоказаний. Это и могло привести к некрозу спинного мозга. Сегодня в суде заслушали 4 свидетелей. Это медсестры и врачи ЦРБ, которые дежурили в день операции и лечили Тимошенко. В суд не явился бывший главврач больницы. Заседание перенесли на конец месяца. 30 мая по видеосвязи заслушают специалистов экспертной комиссии. Если вина врачей будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы. Издание книги «История ислама в России», презентация разработок мусульманских финансовых продуктов, проведение Всероссийской олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку, насыщенную программу мероприятий, посвященных празднованию 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии, сегодня представил Российский исламский институт. Что такое исламская ипотека и халяльные инвестиции? И что нужно для выхода на международный мусульманский рынок, в репортаже Вероники Гайнудиновой.
Не просто рекламируем себя, что мы маму готовим и так далее. У нас есть вот экономические некоторые свои наработки. На форуме «Казан-саммит» Российский исламский институт представит разработки финансовых продуктов, которые соответствуют законодательству и исламскому праву. Это халяльные инвестиции в ценные бумаги, мобильное приложение по отбору халяль-акций, исламская ипотека, которая уже работает в одном из банков Татарстана. Он идет в это, так сказать, исламское окошко, как это сейчас принято называть. И, в принципе, по таким же ставкам, по такой же цене, как и запретный продукт для мусульманина, да, дозволенный продукт он может приобрести там примерно на таких же условиях. Но если внешне цена этого продукта похожа, то внутренняя составляющая договора полностью удовлетворяет его вот этим духовным, религиозным ценностям. Готовятся здесь и к Всероссийской олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку среди шакирдов. Сегодня в России 80 мусульманских вузов и медресе. Эта олимпиада единственная в стране. Активные участники из Татарстана, Дагестана, Чечни, Ингушетии. Количество участников, мы думаем, будет больше, потому что данное мероприятие в этом году приурочено 1000-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Проверка определенных знаний, компетенций, умений. Такая теплая встреча представителей разных религиозных учебных заведений. Книга «История ислама в России» – еще один проект института. Издание на 3 языках – русском, английском, арабском. Его писали практически авторы, которые давно этой проблематикой занимаются. В Средневековье в Дагестане писали вот местные авторы, в Татарстане местные, московских мы специалистов привлекали. Ну, то есть здесь писали практически 30 специалистов в области той или иной сферы, например, нормы шариата в Российской империи, например, Оренбургское магометанское духовное собрание, история. Сегодня Российский исламский институт – крупнейший в стране мусульманский вуз. Здесь учатся 1300 студентов. Выпускники служат имам-хатыбами в мечетях России, становятся преподавателями, работают в духовных управлениях и научных организациях. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поздравил животноводов Сабинского района. Как отметил президент в своей телеграмме, они перешагнули планку 300 тонн валового надоя молока в сутки. Это достойный результат ежедневного кропотливого труда каждого жителя района. Как продолжает Рустам Минниханов, это достижение особенно значимо сегодня, когда вопросы обеспечения продовольственной безопасности и наращивания производственного потенциала АПК имеют жизненно важное значение как для нашей республики, так и для всей страны. Президент отмечает особый вклад в развитие молочного животноводства компаний ПМК «Саба» и Генче «Юлбат». Это прекрасный пример целеустремленного содержательного труда, верности родной земле и трудолюбия, говорится в телеграмме. Как казанский юрист отсудил у мэрии почти 500 000 за плохую дорогу? Или почему казна столицы Татарстана платит по ямочным искам больше, чем тратит на ямочный ремонт? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Казани продолжаются Дни чеченской культуры. Сегодня в присутственных местах Казанского Кремля презентовали музей Чечни. Через 2 года он отметит свое столетие. Музей входит в число старейших научно-исследовательских и просветительских учреждений страны и насчитывает более 40 000 единиц хранения. Вековая история музея, утеря сотен тысяч экспонатов и какая работа ведется по пополнению коллекции, узнала Алия Хайрудинова. Наш музей был участником многих событий, которые происходили как в стране, так и в республике. За свою вековую историю музей Чечни несколько раз менял свое название и местоположение. Начинали как областной музей. Первые экспонаты подарил местный коллекционер. Затем начались горные экспедиции. Здесь музею помогали археологи. Музей? Какой музей? Нет картины, не горели. Горел город. К началу 90-х Госмузей Чечни насчитывал 230 000 единиц хранения. В эти сложные для республики годы было утрачено 90% от всего музейного фонда. От здания самого музея остались руины. 10 лет назад было построено новое здание. По инициативе министра Айшат Кадыровой в прошлом году там прошла выставка музейных фондов Татарстана. Первая привозная выставка стала именно из Татарстана, из Музея исламской культуры. Это Коран «Притяжение гармонии». Выставка получила огромный резонанс, очень большой интерес вызвала у местной публики.
И вот сейчас мы решили, так сказать, в ответ привести нашу выставку. Сегодня в фонде музея Чечни 40 тысяч экспонатов. Есть ценные полотна из Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, работы русских, чеченских, европейских художников, ювелирные украшения, текстиль, керамика, архивные документы. Специалисты Чеченского музея уверены, опыт Татарстана во многом ускорит их работу по восстановлению фонда, а также повысит интерес жителей к истории. Мы хотим, чтобы к культуре чеченского народа прикоснулся каждый житель. И география у нас очень большая. И планы нашего музея очень обширны. И коллеги с нами делятся, охотно делятся вот этим процессом, с теми задачами, с которыми сталкивается музейный сотрудник. А для нас это очень важно. Нам действительно есть чему учиться у наших коллег. И мы надеемся на всестороннее и дальнейшее сотрудничество. Такую инициативу поддерживают и специалисты нашей республики. Объекты искусства, культурного наследия, несмотря ни на какие разногласия, они не должны пропадать. Люди должны понимать, что это наследие вообще мирового уровня. Здесь же в присутственных местах прошел показ татарских костюмов. Министр Ирада Аюпова предложила совместные проекты в индустрии национальной моды. Мы могли бы сделать совместный проект, предположим, несколько показов сделать в Чечне. Если нашим дизайнерам сегодня не дать возможности работать, то естественно, что они просто выберут другие территории. Мы же говорим сегодня о нашей экономике. Если мы говорим сегодня о том, что должно быть, подлежит импортозамещению в том числе подлежит и наша с вами индустрия моды. Такую инициативу поддержала и министр Чечни Айшат Кадырова. Первый совместный проект хотят реализовать уже в следующем году, в Дни Татарстана в Чечне. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. В Казани сегодня стартовал юбилейный 35-й фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Он открылся премьерой обновленного балета Чайковского «Щелкунчик». На сцене театра оперы и балета пройдут 9 спектаклей, в которых примут участие более 20 приглашенных артистов. Среди них Семен Чудин, Екатерина Крысанова, Айрат Кашаев, Иван Михалев, Екатерина Первушина и другие. В афише балеты «Спящая красавица», «Жизель» и «Дон Кихот». Мэтр, легендарный танцовщик Владимир Васильев выйдет на сцену в балете «Анюта». Также зрители увидят постановки «Золотая Орда», «Корсар», «Лебединое озеро» и «Баядерка». Программа завершается 2 гала-концертами. Пройдут они 30 и 31 мая. «Щелкунчик», на мой взгляд, это спектакль «Сказка». Мы постарались сделать действительно сказочным. Это спектакль и в декорациях, и в освещении. У нас много таких вот и в костюмах, и исторический подбор этих костюмов. Вот тут кое-что мы там поменяли, кое-что внесли, кое-что изменили, кое-что улучшили. «Щелкунчик» — это, как я назвал, эликсир двух гениев. Чайковский. И забывают, что есть еще и автор, как Гофман. Это же глыба такая писательская, которая «Щелкунчик» — это 1/100 часть того, что он сделал. Поэтому вот задача художника в «Щелкунчике» — это вот, как говорят, смешать эти эликсиры правильной пропорции, чтобы было основа это Чайковский, как музыка его волшебная. Но я вот туда добавил чуть больше Гофмана, то, что не было в предыдущей версии. Кузница чемпионов. Сегодня в Актаныше стартовал турнир по борьбе «Кареш» на Кубок Минтимера Шаймиева. Это спортивное событие популярно уже на протяжении 2 десятилетий, собирает сотни борцов со всей страны. В этом году за главный приз Кубок первого президента сразятся 350 борцов. Первый день соревнований в репортаже Гульнары Минихановой. На актанышский ковер готовятся выйти 350 юных борцов со всей республики. Для многих это возможность показать свое мастерство и выйти на новый уровень. Страсти кипят как на коврах, так и в зрительном зале. Бери захват! Возьми захват! Свой возьми! Казанцы поддерживают Анвара Джапарова. Он участвует в турнире на Кубок Минтимера Шаймиева второй раз. В прошлом году проиграл в первом же круге. В этот раз оказался сильнее борца из высокой горы. Очень хотелось получить Кубок президента. За меня обрадуется все мои родители. Я очень давно, у меня первый год я тоже хотел поехать, но тогда я боролся очень слабо. А вот в прошлом году тоже получилось приехать, но я не смог выиграть.
С первых секунд Айрат Насибуллин сумел завоевать победные очки в весовой категории от 40 килограммов. Он опередил своего соперника из Оренбурга. Айрат занимается куряж 7 лет и считает честью бороться за кубок Минтимира Шаймиева. Я горд участвовать в турнире на кубок первого президента Татарстана. Хотелось бы, конечно, занять первое место. Турнир на кубок первого президента республики Минтимира Шаймиева проводится в 22-й раз в его родном Актанышском районе. Начало было в 1998 году. Сначала это был на уровне муниципального района, потом на уровне республиканского. Последние годы здесь участвуют юные борцы из Республики Башкортостан, других регионов Российской Федерации. Чемпионы-победители этого турнира сейчас стали уже взрослыми. Многие из них стали чемпионами мира Российской Федерации и Республики Татарстан. В свое время здесь боролись именитые борцы, чемпионы мира Руслан и Раббани Нургалиевы, Искандер Муртазин и другие. Организаторы уверены, среди сегодняшних участников тоже есть будущие чемпионы. Главная задача – это популяризации, поднять надо массовость, сохранить надо наши добрые традиции. В том числе главная его задача – он должен быть именно подрастающему поколению как физическое воспитание. Команда из Актаныша – одна из самых многочисленных. В этом году район представляют 30 борцов, опережает только столица. Из Казани приехали 40 спортсменов. В прошлом году кубок имени Минтимира Шаймиева завоевала команда из Альметьевска. Кто получит главный трофей этого года, станет известно завтра. На ковре вновь встретятся борцы, которые показали лучшие результаты по итогам сегодняшних состязаний. Гульнара Миниканова, Александр Лихачев, ТНВ, Актаныш. И это пока все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте. К субботе погода обещает пригреть нас теплом, но осадки пока не спешат покидать наши края. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет малооблачно, без существенных осадков и до 16 градусов выше нуля. Теплее станет и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, но временами с дождем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши не исключены дожди. При осадках ветер усилится, но погода будет теплой, и это очень радует. В Арске, в Кукмаре, Балтасе облака и порывистый ветер ограничат дневной прогрев воздуха. К вечеру возможны осадки. В Болгаре, Држаном, Буинске будет тепло, тут до плюс 17, но местами без осадков не обойдется. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также тепло и без существенных осадков. Погода продолжает нас качать на температурных качелях. В воскресенье снова немного похолодает и вновь ожидаются осадки. АО «БТИ РТ» проводит мега-розыгрыш подарков в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ до 19 мая 2022 года. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Ночью плюс 9, а днем воздух прогреется до плюс 16. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление стало чуть выше, 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.